Еще один интересный вопрос в комментариях звучал так. Как одомашнили лошадь? Оказывается, первая лошадь была одомашнена около 5500 лет назад. Согласно распространенной в научной среде версии, процесс ее одомашнивания связан с периодом батайской культуры. Это доисторическая культура, существовавшая на севере современного Казахстана. Предком лошади был не сохранившийся до наших дней подвид дикой лошади – тарпан, свободно перемещавшийся большими табунами в просторах степи Евразии. Впрочем, некоторые ученые предполагают, что более знакомая для нас сегодня порода – лошадь Пржевальского и была когда-то первой домашней лошадью ввиду очень схожих физических характеристик. Собственно, с этого исторического периода лошадь и вступает на арену мировой истории, распространяясь в различных географических ареалах и сыграв поистине революционную роль в истории человечества. Для различных пространств она играла незаменимую роль. К примеру, в сельском хозяйстве древние оседлые сообщества до одомашнивания лошади были вынуждены сами себя запрягать в плуг для вспахивания земли. В ремесленном ткацком деле конская шкура, конский волос были крайне важны для изготовления различных изделий. А позднее утонченное облачение и детали конского убранства само стало отдельным искусством в ремесленном деле. Ну и самое главное, одомашнивание лошади позволило военному делу перейти на совершенно новый качественный уровень. Мастерство атак на лошади в совершенстве оттачивали на протяжении многих столетий племена кочевников, для которых лошадь была не просто средством для набегов, а верным другом.